О самых заметных событиях среды, 13 июля, вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Вот основные темы. Более 80 человек эвакуировали спасатели из поселений Верхоянского района. Погиб один человек. Продолжается сбор гуманитарной помощи. Развитие технологий в Арктике. В рамках Госкомиссии по вопросам развития арктической зоны будет создан научно-технический совет. Что это даст науке? Большой ремонт. Масштабная реконструкция завершена в Алданском роддоме, в отделении реанимации и в больнице Нижнего Куранаха. Насколько преобразился стационар? Проект преображения. У 10 многодетных матерей в Якутии появилась возможность оторваться от хлопот и посвятить время себе. Сохранить музейные экспонаты в 3D-формате. В СВФО спроектировали и изготовили установку многоракурсной фотосъемки объектов. Мужчина умер в подтопленном селе Тамтор Верхоянского района. Об этом сообщил глава района Гаврил Чириков. Жителю села Тамтор стало плохо. Ему вызвали санитарный рейс с медицинскими работниками. Когда бригада с медиками прилетела, он уже был в коме и впоследствии умер. По словам родственников, мужчина выкачивал с подвала частного дома воду мотопомпой и надышался угарным газом. Ему было 58 лет, сказал глава. Спасатели эвакуировали 81 человека из поселения Верхоянского района, пострадавших от дождевого паводка, в поселок Батагай. Граждан перевозят в безопасные места на лодках. На данный момент в пунктах временного размещения находится 19 человек. Кроме того, для оказания помощи жителям и передислокации спасателей работает вертолет Ми-8 МЧС России. В настоящее время на реках Яна и Адыча сохраняются высокие уровни воды. На реках Дулгалах, Тамтор, Сартан, Кюнкюр наблюдают спад воды. По прогнозу Якутского управления гидрометеослужбы, в ближайшие 2 суток рост уровня воды сохранится у поселка Батагай и села Сайды. В ближайшие сутки у Верхоянска сформируется максимум дождевого паводка. Тем временем продолжается прием гуманитарной помощи пострадавшим от наводнения в Верхоянском Улусе. Активно откликнулись волонтеры региональной организации «Патриотический центр». Они доставили 12 коробок постельного белья в пункт приема. Также волонтеры собрали детскую одежду. Прежде чем оказать помощь, они дозвонились до администрации села Сордах и уточнили, в чем нуждаются прежде всего жители поселка. После чего внесли свою лепту и призывают жителей Якутии также не стоять в стороне, активно поддержать и помочь пострадавшим от наводнения жителям Северного района. Напомню, что сбор гуманитарной помощи проводится по адресу улица Курашова, 24, кабинет 405. В данный момент в Верхоянском районе требуется постельное белье, детская одежда и детское питание. В данный момент население откликается уже. Мы уже собрали достаточное количество. Мы будем дальше все собирать и действовать по их нужде. В данный момент вылетает несколько самолетов, которые летят с гуманитарной помощью. Правительство нам дало такие рейсы. Из-за этого мы, как у нас сборы проходят, мы сразу же все отправляем. 20 лесных пожаров на общей площади 8 тысяч гектаров ликвидировали за сутки. В Якутии обнаружено 2 новых очага. Действуют 42 пожара на площади более 46 тысяч гектаров. Об этом сообщил первый зампред республики Дмитрий Садовников. На сегодня тушат 10 пожаров, из них локализовано 2 на площади 1235 гектаров. На местах работают более 600 человек и порядка 20 технических средств, в том числе самолеты и вертолеты для переброски сил и мониторинга лесов. Работает людей на этих пожарах 610 и техники 223. Также применяются самолеты и вертолеты для переброски сил и для наблюдения пожароопасным сезоном. Ликвидировано за сутки 20 пожаров на площади 8374 га. Задымленность ожидается в юго-восточных районах республики из-за лесных пожаров, действующих в соседних регионах. Причиной может стать шлейф дыма от природных пожаров в регионах, находящихся по соседству, а также из-за проведения встречных отжигов на них, говорится в сообщении.
Так, на сегодняшний день в Хабаровском крае объявлен режим ЧС регионального характера. По количеству возгораний край обошел Якутию. В Иркутской области также действуют крупные лесные пожары. Задымленность может быть в Мирнинском районе, где также действует несколько пожаров, на которых проводился встречный пал. Первый случай оспы обезьян в России подтвержден у молодого человека, вернувшегося из Европы, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Заболевание выявлено у молодого человека, вернувшегося из поездки по странам Европы и обратившегося в медицинское учреждение с характерной сыпью. Там же уточняют, что болезнь протекает в легкой форме и угрозы для жизни заболевшего нет. Он изолирован и находится в медицинской организации инфекционного профиля. Как отметили в Роспотребнадзоре, возможность дальнейшего распространения инфекции купирована. В ведомстве также подчеркнули, что в стране достаточно наборов реагентов для выявления оспы обезьян. В рамках Госкомиссии по вопросам развития Арктики будет создан научно-технический совет. Такое решение принято по итогам совещания об использовании научно-технологического задела и кадрового потенциала университетов и научных организаций для развития технологий в арктической зоне. Участниками совета станут вузы, научные организации, федеральные и региональные власти. Их ключевая задача – сформулировать комплексную программу для освоения северных территорий. Активную роль в формировании будущих проектов должны сыграть два научно-исследовательских центра в Якутии и Архангельской области. Вы знаете, что правительство Российской Федерации проводит работу по развитию Арктики. В 2020-2021 году утверждены основы государственной политики, стратегия развития арктической зоны и обеспечения национальной безопасности. Утвержден план по их реализации, принята госпрограмма социально-экономического развития арктической зоны. Создаются два научно-образовательных центра в Архангельской области и Республике Саха-Якутия. И особое значение в этом процессе имеет качество подготовки специалистов, поскольку именно их профессиональные компетенции, энергия, творчество будет определять будущее нашей страны. В Якутск прибыли мощи преподобного Сергия Радонежского. К останкам этого святого много веков обращаются паломники, которые нуждаются в Божьей помощи. Приложиться к ним можно будет в течение 2 дней в Преображенском кафедральном соборе. Напомним, в этом году исполняется 600 лет со дня обретения мощей. Именно по случаю юбилейной даты организовано уникальное событие. По благословлению патриарха Московского и всея Руси Кирилла ковчег со святыми мощами посетит несколько городов Дальнего Востока, в число которых вошел и Якутск. 600 лет назад преподобный Сергий через несколько лет после своей блаженной кончины был прославлен церковью. И тогда при строительстве Троицкого собора, это древнейший собор на территории России, это древнейший собор в Троице-Сергиевой Лавре, духовном центре нашей страны, вот тогда были мощи эти подняты для поклонения верующим. Подвели итоги открытого всероссийского конкурса на разработку мастер-плана Якутска. Конкурсы такого масштаба – это мощное соревнование компетенций. Участниками являются профессиональные организации в области комплексного развития городской территории. На конкурс поступило 34 заявки от 35 компаний. Среди участников представлены 6 городов России – Москва, Санкт-Петербург, Воронеж, Смоленск и Якутск. В конце определились 3 финалиста. Они представили свои предложения по улучшению столицы республики. Важной особенностью стало общественное мнение. А в состав жюри конкурса вошли представители органов власти столицы, эксперты в сфере градостроительства, архитектуры и экономики. Первые 3 места заняли московские компании. Мы очень рады, что делаем именно в Якутске, потому что это специфическая территория, уникальная земля, и работать здесь – это настоящий вызов. И мы с ним пытались, и, надеюсь, успешно бороться и решать все проблемы, которые сегодня у города возникают. Мы очень тщательно работали над дизайн-кодом города, стремились подчеркнуть цветовыми решениями особенности районов. Были предложены решения по многоквартирной застройке города с целью реновации ветхого фонда. Было сделано огромнейший объем работы по развитию кварталов города. Работа над мастер-планом, она настолько разнообразная,
есть у нас получается, мы фактически смотрим издалека с уровня всей страны на город, вплоть до малых архитектурных форм, до скамеек, ламп. То есть это такой разброс масштабов, фокусов. То есть мы изучаем и то, как город работает с агломерацией, как он взаимодействует с Нижним Бестяхом. Мы изучаем, как город связан друг с другом, какие в нем есть дороги, связи, пути. Якутяне оформили 9300 дальневосточных ипотек на общую сумму более 40 миллиардов рублей. С такими показателями республика вошла в тройку лидеров участников программы. Так, в Приморском крае выдали 12,8 тысяч кредитов на 56 миллиардов рублей, в Хабаровском крае 6,2 тысячи кредитов на 25 миллиардов. Всего на сегодняшний день свои жилищные условия по программе улучшили почти 45 тысяч семей на Дальнем Востоке. Общая сумма займов под 2% годовых и ниже превысила 183 миллиарда рублей. А в управлении Госстройжилнадзора Якутии рассказали, как узнать, сколько средств на капремонт собрано на спецсчете. Для этого любой собственник вправе обратиться в банк, в котором открыт спецсчет, или к владельцу такого счета, то есть в управляющую компанию, ТСЖ или к региональному оператору. По запросу собственника помещения в многоквартирном доме ему обязаны предоставить следующую информацию о сумме зачисленных на специальный счет платежей собственников всех помещений, об остатке средств на специальном счете, а также обо всех операциях по данному спецсчету. Запрашивать соответствующую информацию собственники помещений вправе с любой периодичностью. Готовые развивать агротуризм якутяне могут получить федеральную грантовую поддержку по итогам конкурсного отбора. Комплект документов принимает Министерство сельского хозяйства региона до 25 июля. В конкурсе могут участвовать хозяйства, которые занимаются рыболовством, разведением крупного рогатого скота, выращивают различные сельхозкультуры и предприниматели. Средства гранта могут быть расходованы на приобретение, строительство, модернизацию или реконструкцию средств размещения объектов туристического показа, включая детские развлекательные комплексы. У нас должна быть обязательно собственности земля, потому что мы должны проработать, если мы получили грант, обязательно 5 лет, поэтому по освоению гранта. И земля у нас должна быть в собственности под базу или в аренде минимум на 5 лет. Приветствуется проект, если у нас многопрофильное производство, а также круглогодичность проекта, и плюс мы должны создать такие условия, чтобы на нашей производственной и туристской базе могли спокойно передвигаться люди, маломобильные люди, инвалиды и дети, и должны создать все эти условия. В Ленске неравнодушные горожане начали сбор гуманитарной помощи для жителей Донбасса. Пункт приема организован на территории городского рынка на базе одного из крупных предприятий. Ленчане очень активно откликнулись на инициативу общественников. Сегодня пункт хорошо пополнили различными предметами быта и не только, рассказывает Светлана Балеева. 2 трехтонных контейнера были заполнены буквально за несколько дней. На призыв проявить милосердие откликнулись многие ленчане. В пункт сбора несут продукты питания, средства гигиены, постельные принадлежности, памперсы, канцелярию и многое другое. Откликнулись охотно «Газпром», «Трансгаз», Томск. Собрали вещи, привезли. Все промаркировано, подписано, сколько чего. «Транснефть», «Восток». Молодцы, тоже отреагировали. Неравнодушные жители, семьями приезжают, помогают. Сегодня мне звонила женщина, хочет передать 2 хороших рации и квадрокоптер. Тоже увезти на Донбасс. По словам Анатолия Макушева, одного из организаторов сбора гуманитарной помощи, в большей степени жителям Донбасса требуется одежда и продукты питания. Здесь большую помощь оказывают ленские предприниматели, которые готовы предоставить все необходимые продукты и уже принесли одежду. Сегодня приехала женщина, 2 года назад закрыла свою ИП, и вот эти новые вещи, которые были, 4 мешка привезла хороших вещей, взрослых, детских, женских, мужских. Спасибо огромное всем неравнодушным ленчанам. Алмаз Каламатов тоже неравнодушен к несчастью других. Он постоянно оказывает благотворительную помощь нуждающимся. Вот и в этот раз не смог пройти мимо. Вот как услышали, не стали стоять на стороне тоже от своей общины, от кыргызской общины. Начали собрать помощь, одеждой, детской, женской, мужской, летней, зимней. Сколько могли собрали, привезли.
Сбор гуманитарной помощи для жителей ДНР и ЛНР в Ленске будет проходить еще несколько дней. Желающие принять участие в акции могут присоединиться. Пункт приема работает на базе ЛОТК с 10 часов утра до 6 часов вечера. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. Капитальный ремонт по республиканской программе модернизации здравоохранения в Алданской центральной больнице продолжается. Масштабная реконструкция уже завершена в роддоме, в отделении реанимации и в больнице Нижнего Куранаха. А на днях завершились работы в педиатрическом отделении. Насколько преобразился стационар, узнала Татьяна Вахнина. Утренние процедуры завершились, и теперь дети заняты не менее важными и интересными делами. Несколько дней назад в педиатрическом отделении завершился ремонт, и стационар вернулся на первый этаж акушерского корпуса. Игровая сразу стала любимым местом времяпрепровождения маленьких пациентов. Детское отделение переехало на свое место после капитального ремонта. Дизайн, какие-то элементы продумывали сами, чтобы нашим маленьким пациентам и их родителям было удобно и комфортно. Ремонт в отделении продолжался в течение 4 месяцев. Средства больница получила по республиканской программе модернизации здравоохранения. Объем запланированных задач оказался немалым, и работы велись интенсивными темпами. С произведенной перепланировкой палат стало больше, а в каждой палате появилась раковина. Всюду заменены двери, перекрыты полы, проведено новое оснащение и установлены дополнительные розетки. Стены частично выложены кафелем. Ход ремонта постоянно контролировался мной и старшей медицинской сестрой, обсуждались какие-то моменты, детали. Специальные приспособления были установлены в буфете, а стены столовой скоро украсят детские рисунки. Ведь среди маленьких пациентов очень много настоящих художников. Работы производились как внутри, так и снаружи помещения. Крыльцо было забетонировано, также оборудован подъездной пандус. Все новое, чистое, светлое. Переезжали в течение нескольких дней своими силами ЦРБ. Вот сейчас обживаемся. Очень уютно, по-моему, получилось у нас. Отметим, по программе модернизации здравоохранения ранее капитальные работы были проведены в отделении реанимации, в приемном покое и в роддоме, а также в больнице Нижнего Куранаха. Эстафету реконструкционно-отделочных хлопот приняли отделение неврологии и терапии. Продолжаются работы в детской поликлинике. Татьяна Вахнина, Алдан. В рамках Года матери в Якутске проводят проект преображения для многодетных матерей. Этот проект курирует Министерство здравоохранения, а также другие органы исполнительной власти республики и общественные организации. Подробности в сюжете Марии Кардашевской. Проект преображения начался еще в мае и будет длиться до октября. В нем участвуют 10 матерей с 5 и более детьми. Цель нашего проекта она заключается в том, чтобы приобщить мам, женщин к ведению здорового образа жизни и тем самым популяризировать здоровый образ жизни в семье, для того, чтобы мама, получив некие знания, как правильно питаться, как активно заниматься физической культурой, чтобы она также приобщала и свою семью к ведению здорового образа жизни. На первом этапе участницы прошли медицинское обследование организма и биоимпедансный анализ тела. По их итогам диетолог подобрал для каждой участницы индивидуальные рекомендации по питанию. Далее участниц ждет следующий этап – физические тренировки. Будем заниматься по разработанной мною программе. Будем делать акцент на кардиотренировки, а также не будем забывать про силовую нагрузку. Мы будем заниматься 3 раза в неделю и до конца проекта, до октября месяца. Особое внимание уделяется психологическому состоянию участниц. Их на протяжении всего проекта сопровождает ведущий психолог Центра социально-психологической поддержки семьи и молодежи. Она проводит не только групповые, но и индивидуальные консультации. Организаторы считают, что моральный настрой и духовный комфорт имеют немаловажное значение в преображении многодетных мам. Одним из направлений это, конечно же, является психологическое здоровье женщины. То есть женщина, она должна быть здорова не только физически, но и психологическое здоровье у нее должно быть переплетено с тем физическим здоровьем, которое у нее есть. Итоги конкурсного проекта будут подведены 15 октября, в День матери.
Мария Кардашевская, Артем Алексеев, Якутск. Торжественно подвели итоги международных мероприятий к празднованию столетия Якутской ССР в июне. Это Дни Татарстана в Якутии, первый конгресс национальных театров, встреча шедевров ЮНЕСКО на земле Лунхо. Организаторам и участникам вручили благодарственные письма, а также наградили почетными знаками. Напомню, в международном конгрессе приняли участие порядка 100 представителей национального театрального сообщества регионов страны, в том числе 20 федеральных экспертов в сферах культуры, искусства, науки и межнациональных отношений. А на международном фестивале ЮНЕСКО в этом году собрались 36 артистов из России и из-за рубежа. Также в июне провели международный конгресс «Музыка для всех» и конкурс молодых исполнителей «Розовая чайка». Те достижения, которые мы сегодня здесь добились и того, что делаем, они были, во-первых, приняты, оценены и как бы уже тиражировались, скажем, по всей нашей стране и даже за пределами мира, поскольку к нам приезжали шедевры ЮНЕСКО признанные с Индии, с Монголии, приезжали которые коллеги, говорили Армении, Азербайджана, Грузии. Они все сказали: ребята, вот только вы, якуты, зажигайте такой огонь, который костер дружбы, который нас всех собирает. В физико-техническом институте Северо-Восточного федерального университета спроектировали и изготовили установку многоракурсной фотосъемки объектов. Основной задачей является сохранение музейных экспонатов в цифровом 3D-формате. С авторами проекта встретилась Светлана Амосова. Варя Акаемова и Спиридон Иванов в этом году окончили физико-технический институт по специальности радиофизика. В качестве дипломной работы защитили данный проект. Мы вместе с руководителями, то есть Артемом Юрьевичем и Сергеем Ефимовичем, придумывали, как сделать 3D-сканер. И на основе фотограмметрии мы придумали установку с помощью системы блочного рычага. Спроектированная и изготовленная установка автоматически делает фотографии объекта при повороте стола на заданный угол. Затем поднимает фотоаппарат на определенную высоту, и процесс повторяется. Так, без участия оператора завершается этап многоракурсной фотосъемки. Вначале мы делали все вручную фотографирование, и это занимало очень много времени. И помогла установка Спиридона. Нам очень важны такие детали. И для этого фотограмметрия очень помогает сделать текстуру очень реалистичной. Промышленные аналоги стоят десятки, а то и сотни тысяч рублей. А эта конструкция может быть изготовлена из доступных материалов и электронных блоков по чертежам. Себестоимость составляет менее 10 тысяч. Вот эти технологии позволят сохранить для самого музея цифровую копию. Имея трехмерную модель, или так называемое трехмерное 3D-фото, они могут рассматривать этот объект уже с разных сторон, с разных ракурсов. И таким образом они уже получают более полную и достоверную информацию об этом объекте. Студентам удалось создать полный цикл проекта, начиная от автоматизированной установки до обработки фотографий и публикации на веб-платформе. Моя работа является основой для методички, чтобы студенты, работники музеев, школьники смогли также сделать 3D-модель. К работе проекта планируется привлечь школьников из точек роста. Участники смогут своими силами изготовить установку, создать модели и 3D-фото, а также загрузить на портал 3dyakutia.ru. Светлана Амосова, Виктор Дьячковский, Якутск. В галерее зарубежного искусства открылась выставка под названием «Мон Амур. Искусство Франции». В постоянной экспозиции галереи представлены подлинные произведения живописи, скульптуры и декоративно-прикладного искусства итальянских, французских, голландских, фламандских, немецких мастеров XVI-XIX веков, а также искусство народов Востока из собрания Национального художественного музея Якутии. Экспозиция перед нами раскрывает предметы живописи, декоративно-прикладного искусства, а также предметов мебели. Данная экспозиция обращает внимание на такой стиль, вышедший из французского барокко, как рококо. Данная выставка для всех категорий граждан, для детей бесплатно до 18 лет. Также эта выставка работает по Пушкинской карте. И в рамках временной выставки «Мон Амур. Искусство Франции» действует публичная программа.
Далее о спорте. Еще 4 страны подтвердили свое участие в играх «Дети Азии». Общее количество зарубежных стран-участников составит 14 государств. Команды из Ливана, Малайзии, Иордании и Пакистана подтвердили свое участие в 7-х международных спортивных играх «Дети Азии». Об этом сообщил президент Международного комитета игр Владимир Максимов. На играх «Дети Азии» выступят сборные Армении, Индии, Иордании, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Ливана, Малайзии, Монголии, Пакистана, Сирии, Таиланда, Туркменистана и Узбекистана. Из регионов России будут представлены сборные Дальневосточного, Сибирского, Уральского федеральных округов, Москвы, Приморского края, Башкортостана, Татарстана и Якутии. А представительница Якутии Даяна Винокурова стала бронзовым призером чемпионата России по стрельбе из блочного лука. В матче за 3-е место она победила чемпионку мира 2019 года Наталью Авдееву. В соревнованиях в Екатеринбурге с 8 по 14 июля участвуют 11 якутян. Столица Свердловской области в эти дни принимает более 400 сильнейших стрелков из разных регионов России. Я, по крайней мере, такого точно нигде не видела. Если вдруг... Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Всего доброго и до свидания.